Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В связи со строительством первого туркменского автобана трасса М-37 приходит в негодность. На асфальте образовались глубокие ямы из-за интенсивного движения самосвалов с прицепами. Они доставляют грузы для стройки автобана. Существующие весовые ограничения не соблюдаются. Чтобы не оказаться в яме, автомобили вынуждены выезжать на встречную полосу, подвергая себя и других участников движения риску. Но аварии все равно случаются, и порой со смертельным исходом. Так, в канун Нового года в результате ДТП на этой трассе погибла семейная пара из Либабского вилаята. Их автомобиль Mitsubishi столкнулся с междугородним рейсовым автобусом, который выехал на встречную полосу. Виновником аварии назвали погибшего водителя легкового автомобиля, а чтобы эту версию ничего не опровергало, с государственного автобуса сняли видеорегистратор. Особо поврежденные участки трассы находятся на пути от Тиджена до территории Марийского вилаята и от Байрам-Али до поста ГАИ на границе Либабского вилаята. Источники регулярно сообщают об авариях с участием перевозящих грузы самосвалов. По одной из версий, это связано с тем, что водители работают сверх положенного времени и засыпают за рулем. Строительству автобана не видно конца, хотя по плану его уже должны были ввести в эксплуатацию. Весной 2021 года стройка застопорилась из-за нехватки финансирования, но затем была возобновлена. Первый участок автобана от Ашхабада до Тиджена должны были ввести в строй в 2021 году, второй от Тиджена до Мары в декабре 2022, а третий от Мары до Туркменабада в декабре 2023. Государственный проект на $2,3 миллиарда контролирует дядя Сердара Бердымухамедова. В 2019 году специально для строительства скоростной автомагистрали было создано акционерное общество закрытого типа «Туркменавтобан». В него входят 4 фирмы, в числе которых Нусай Елары, подконтрольная Аннаназару Реджепову, мужу старшей из сестер экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. Другие проекты Нусай Елары также не отличаются высоким качеством. Так, дорожную развязку в центре Ашхабада, которую строила эта фирма, уже не раз приходилось ремонтировать. Что же касается автобана, то можно сказать, строители не только провалили проект, но и угробили существующую трассу. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.